которые находятся здесь на Западе, которые я знаю, что делать нам, скажите? И многие молчат. Многие молчат, я понимаю, они молчат, потому что они опасаются, что будет очень-очень плохо, если они где-то скажут. Некоторые люди там поехали, стараются дома что-то там сохранить, что-то, значит, восстановить. Но все равно, как бы то ни было, если мы не будем свободно решать свои вопросы на своей территории и не будем сохранять свой язык, свои традиции, не будем, значит, воспитывать свое население на нашем языке, в то же время дружно, значит, сосуществуя, скажем, с соседними народами и остальным народам мира. Вот наша задача. Я на этом сейчас остановлюсь. Аслан, давай, значит, вопросы, если будут, задавать. Спасибо. Да. Сегодня, как мы знаем, проходит уже который день конференция, Мюнхенская конференция по безопасности. И выступал Владимир Зеленский на это. Вы Да. неоднократно об этом говорили, я об этом тоже. Ну, мы все это видим. Почему-то все говорят про пятидневную войну в Грузии, говорят про все остальное, но забывают про то, что случилось с чеченским народом. И вот Зеленский в одном из в своем выступлении, в одном из спичей по поводу Ирана заявил, что это то, ну я просто конец прочитаю, это то, что должно было случиться с аятоллами за все войны, что они начали. И с Путиным после войны, войн в Грузии, Сирии, оккупации Крыма. Почему вот у этих людей такая вот избирательная память? Почему они могут даже вспомнить про Молдову, про Приднестровье 92-го года, тех же лиц, которые напали на Украину, они почему вот так игнорируют? В чем такая избирательность, скажем так? Но здесь это, я об этом говорил уже несколько раз, когда, видишь, когда выступают политики, блогеры, какие-то люди, которые в политическом плане здесь из себя изображают большими знатоками, но в то же время являются моральными, скажем, ну так сказать громко, не хочу сказать, в моральном плане не на высшем уровне. Как это можно, если в рамках современного международного права мы создали свое государство, а это умалчивать? Это значит, если позволить им это делать, будьте уверены, что в будущем они после этого пойдут и дальше. Они-то начали с нападения на нашу республику, Конечно. И если вы теперь сегодня ее задаете, даже устно, когда повторяете эти вопросы, о чем это говорит? Это говорит о том, что какая-то вот, значит, знаете, ситуация, которая оболгал нас народ, как будто бы нашу республику, мол, сдали. Также вот они могут сдавать и другие. То есть сейчас направление в том вопросе, который надо решать строго и говорит о том, откуда это началось и почему, они вот это не говорят. Но, собственно говоря, мы не говорим сейчас за Украину, за Грузию. Мы говорим о том, что эти страны признали фактически наше государство. Многие говорят, вот, это не так, это не совсем. Это не совсем. Но надо понимать, что признание это есть то и тогда, когда это даже косвенное признание. Многие, значит, знатоки здесь мне начинают рассказывать о том, что вот если вот так. Так, чтобы такое развитое признание было, это нам нужно с ними установить, с этими странами контакты, нам нужно, значит, экономические, политические или другие вопросы, значит, обозначать. А вот для начала, для начального стадия форм признания, оно есть, и для нас есть основа для того, чтобы мы могли дальше работать. Поэтому мы благодарны украинскому народу, благодарны и Грузии, благодарны всем тем, кто об этом говорит и повторяет. Поэтому сейчас, конечно, когда я встречаю некоторых политиков, которые были в прошлом, и они знают нашу позицию, и они как-то вот тоже боятся сказать об этом. В чем же причина? Мы должны задуматься об этом. Главным образом это связано с тем, что эти, скажем,